Хоккеисты Салават и Юлаева провели перерыв, связанный с Евротуром. Поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. И на наши вопросы ответит представитель тренерского штаба Виктор Козлов. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Виктор Николаевич, естественно, первый вопрос. Был небольшой перерыв. Как его провели, чем занимались? Я имею в виду, сколько было выходных дней у команды? Да, у нас после последней игры перед перерывом с Сибирью, Новосибирск, мы ребятам дали 3 дня выходных. Ребята отдохнули, после этого собрались, провели 3 дня рабочих, потом опять дали выходной. Вчера провели тренировку, сегодня еще, и поэтому готовимся к завтрашней встрече с «Динамо Минск». Чем занимались в этот перерыв? Может быть, какие-то тренировки были усиленные? Сейчас уже не то время, чтобы давать усиленные нагрузки для команды. Это больше было восстановительные, больше тактические, теоретические занятия. Было видео, были игровые, было большинство, меньшинство разбирали на видео и тренировали. Стало сегодня известно, что в команду пришел новичок, это Плет. Очень многие пишут, журналисты, о том, что это токсичный человек. То есть это исключительно цитата, я не утверждаю, но раз уж эта цитата появилась в СМИ, то не могу не спросить, неужели он действительно токсичный человек? Вы знаете, первое впечатление, что он воспитанный человек, то, что видно у него культурный, образованный. А почему мы его взяли, в чем мы считаем силу этого хоккеиста? В том, что хорошая игра под воротами, то, что умеет хорошо навязать физическую борьбу, залезть, так сказать, под кожу соперника. И это одна из тех причин, почему мы считаем, что это усиливает нашу команду, присутствие Джеффа Кларка. Как вообще настроение в целом в команде? Потому что в начале декабря в декабре была такая неудачная серия матчей. И как это, может быть, сказалось на настроении игроков? Конечно, это сказалось. Всегда настроение плохое, когда команда проигрывает, но нужно отдать должное, что ребята у нас опытные, боевые, прошедшие уже не первый раз через такие трудности. В принципе, в сезоне всегда бывают такие игры и такая череда игр, когда не идет, когда команда проигрывает. Но в данной ситуации мы считаем, что эта полоса неудачи, она только закалила нашу команду, сделала нас сильнее, сплоченнее и, в принципе, как показал матч Сибирь-Новосибирск, ребята потихонечку начинают опять верить в себя и выходить из этого кризиса. Как думаете, в чем была причина этих неудач? Там несколько факторов. Сложилось то, что накопилась усталость. У нас, в принципе, было много игр. Ноябрь, декабрь, было много перелетов. В принципе, как и все команды КХЛ в этом сезоне сталкиваются с одними и теми же трудностями. Да, это коронавирус, да, это ребята переболевшие, это опять же сложное расписание. И, в принципе, как показывает этот сезон, все команды проходят через те же самые трудности. И вот, в принципе, эти игры было то время, через которое мы должны были пройти. В команде уже привыкли жить в новых условиях, в новых реалиях пандемии, вечных тестов на коронавирус и так далее. Как-то уже приноровились, поспокойнее относитесь? Вы знаете, это даже и с одной стороны даже делает... Ребята меньше начинают задумываться о своем состоянии. Когда их через 5 дней положено проверять, они приходят, их проверяют, им говорят здорово, нездорово, и сколько антител у них в организме. Это даже чисто психологически успокаивает ребят. Так что огромное, это даже очень хорошее и правильное дело, то, что Лига тестирует так часто игроков. Естественно, у многих возникают вопросы, да, что периодически происходит с Юхом Эцелой, то как-то он иногда, знаете, на острие ножа, что ли, играет, когда то из ворот выкатится, то еще что-то. Как прокомментируете его? Может быть, какие-то у него изменения? У вратарей ведь все-таки тонкая душевная структура. Да, тонкая натура, вы совершенно правы. Но то, что касается Юхи, мы в нем 100% уверены. Ну а то, что иногда он делает какие-то движения, а потом он неимоверным движением спасает
подчищает свои ошибки, то это даже хорошо для болельщиков. Главное, чтобы он не пропускал, когда он вытворял такие вещи. Но сам он как-то это объясняет, может быть, в раздевалке, когда творит такие чудеса, аттракционы, виражи? Ну нет, такие вещи не спрашиваем. Мы понимаем, что это была небольшая ошибка, но опять же, может быть, ребята над ним и подшучивают, но главное, что он их исправляет, эти ошибки. Как думаете, почему не нашел место в составе Никита Сошников? Ну, вы знаете, Никита поступил так, как посчитал нужным. Он попросил обмена. Ну, а то, что не получилось, в принципе, Никита хороший игрок, игрок первого двух звеньев. Ну, так как у нас сложилась ситуация, что у нас Манинин, Гранут и Хартиканин смотрелись хорошо вместе, мы не могли разбить эту тройку, чтобы Никите дать тех партнеров, которые, может быть, как-то соответствовали. Вот. И из-за этого, скорее всего, так и Никита принял такое решение. Ну, то есть вы хотите сказать, что для Никиты Сошникова, по сути, больше не нашлось партнеров, кроме как легионеров в команде? Ну, знаете, Никита играл с разными партнерами. Да, мы его ставили с ребятами, которыми мы считали, что они дополнят Никиту, и Никита дополнит их. Вот. Но получилось так, как получилось. Вот. И Никита попросил обмен. Насколько обоснован разговор о том, что идет речь об обмене Воробьева? Доволен ли тренерский штаб его игрой? Да, мы точно так, я не знаю, как вы, но нас удивило, да, когда мы прочитали, что очередной источник, приближенный к ситуации, сказал, что Михаила Воробьева меняют в ЦСКА. Вот. Мы совершенно довольны игрой Михаила. Нам нравится, как он играет, и поэтому мы не рассматриваем обмен. Легионеры играют очень много, и в большинстве, и в меньшинстве. Естественно, назревает вопрос, вывезут ли они команду, да, и хватит ли их физически. Ну, вы знаете, легионеры, да, играют и в большинстве, но опять же нужно сказать, что у нас есть другие качественных звена, 3 звена, да, которые, в принципе, способны тоже делать результат и влиять на игру матча, на ход матча. Поэтому то, что легионеры играют, они как первая тройка, да, они, в принципе, как и в других командах, они играют такое же количество минут. Но у нас есть другие, следующие 3 звена, которые тоже, опять же, повторюсь, могут решать поставленные задачи. Не могу вас не спросить, как игрока в прошлом, который выступал и в составе Салавата Юлаева, какие у вас воспоминания связаны с Уфой? Может быть, насколько долго думали приехать в Уфу, понимая, что это уже было лето, может быть, события давно забыты, уже тут половина чемпионата прошла, но тем не менее. Вы знаете, у меня, в принципе, во-первых, Уфа всегда будет в моем сердце, да, у меня жена из Уфы, у которой сегодня день рождения. Хочу поздравить ее, пользуясь случаем, с днем рождения. Вот. И, во-вторых, Уфа у меня никогда не уходила, да, из моего сердца. Это тот клуб, в который я приехал, в котором я выиграл Кубок Гагарина, вот, в котором встретил свою жену, и поэтому она у меня всегда в сердце. Я имею в виду Салават Юлаев и город Уфа. Что касается тренерского штаба, удалось ли сейчас сработаться достаточно большому тренерскому штабу Салавата Юлаева? Есть ли взаимопонимание? Вы знаете, в принципе, у нас не было разногласий уже с первого дня. Мы сюда пришли делать одно общее дело. Пришли делать... Была поставлена... Я понимаю, что здесь задачи поставлены самые высокие. И, в принципе... дружников взялись за работу и стараемся делать на 100%. Виктор Николаевич, а в чем заключается ваша функция, может быть? Моя функция, так же, как и Михаила Александровича Васильева, связана работа с нападающим, игра в большинстве. Довольны игрой нападающих? Хочу вас спросить, как источник близкий к ситуации. Источнику близко к ситуации сообщаю, всегда есть место для прогресса, всегда можно что-то улучшить. Но в принципе довольны и самоотдачей нападающих, довольны
как они проводят, как они играют. Но опять же, да, всегда можно найти, где можно стать лучше и где можно стать качественным игроком. И где можно стать лучше? Где можно стать лучше, это лучше можно, всегда можно лучше бороться, всегда можно лучше вылезать на ворота, всегда можно лучше обострять ситуацию, брать на себя, бросать, идти в борьбу. То есть, опять же, это все ключевые моменты, да, по которым характеризуется хоккеист. Можно ли сейчас сказать, что вот этот перерыв, который был связан с Евротуром, пошел на пользу, и все-таки после победы над Сибирью команда встряхнулась, и вот эта вот полоса неудач, которая была в декабре, останется в прошлом? Или вы пока не беретесь давать такие прогнозы? Вы знаете, мы все спортивные люди суеверные, вот, поэтому каких-то громких заявлений не буду делать. Но все, что касается текущей ситуации, то, что пауза на Евротур, да, нам пошла на пользу, потому что ребятам нужно было отдохнуть, залечить травмы, вот, очистить голову от проблем, которые были до этого. Вот. Ну и плюс хорошее время было для нас поднабраться физики и поработать над определенными моментами, которые мы считаем, что усилят нашу игру. Вот. И опять же, сейчас с новыми силами у нас сейчас опять тяжелые соперники, в принципе, как и все команды в КХЛ, все тяжелые. И с новыми силами мы готовы вступить в бой. Отлично, очень радостно слышать от вас такой комментарий. Ну и заключительный вопрос нашего интервью. Следите ли за игроками, которые сейчас уехали в состав сборной России на молодежный чемпионат мира? В частности, я говорю и о Родионе Амирове. Возлагаете ли на них какие-то надежды, может быть, в будущем, в этом сезоне? Вы знаете, да, конечно, мы за ними следим, мы читаем прессу, да, смотрим телевидение, читаем нашу прессу североамериканскую, что там у них происходит. В принципе, ситуация непростая у них сейчас, как бы, дай бог, чтобы ребята были здоровы. Опять же, да, хотим пожелать им удачи на этом молодежном чемпионате мира, скорейшего возвращения, здоровыми, без травм. И все, что касается их в составе команды, да, мы видим их в составе команды. В принципе, ребята хорошие, талантливые. Вот, они могут усилить нашу команду в этом. Виктор Николаевич, спасибо вам большое за интервью, за то, что нашли время в своем плотном графике. Мы желаем вам удачи, мы желаем вам побед, и чтобы у команды были силы и, естественно, здоровье в нынешней ситуации. Спасибо вам большое, было очень приятно с вами пообщаться. А я напомню, что по скайпу мы пообщались с представителем тренерского штаба «Салават Юлаев» с Виктором Козловым. Любите спорт и будьте здоровы.